Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Опасные террористы сбежали из тюрьмы в Бишкеке. При побеге 3 охранников задушены, 4 тяжело ранены. Свет там отключенный был. Сбор хлопка в Таджикистане. От рассвета до заката на плантациях за $5 в день. Но работать надо. У меня 5 маленьких детей. Другой-то работы и нет. У всех своя борьба с ИГИЛ. Турция бомбит курдов. Путин заявляет, что его цель – спасение Асада. Стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса. В Грузии ввели новый обязательный предмет для начальной школы. Учебник написал Гарри Каспаров. Сейчас учу, куда ставить фигуры. Беспрецедентный побег в Кыргызстане. Из тюрьмы в Чуйской области сбежала группа особо опасных террористов. Некоторые из них были приговорены к пожизненным срокам заключения. Во время побега были зверски убиты 3 охранников. Как сообщается, дерзкий побег произошел в тот момент, когда в тюрьме отключилось электричество, а камеры наружного наблюдения уже как 2 недели не работали. Все сбежавшие заключенные находились в 3 разных камерах. Наш корреспондент Жибек Бегалиева попыталась выяснить новые детали побега. В Кыргызстане сейчас все стратегические объекты находятся под усиленной охраной. Сбежавшие заключенные особо опасны. Почти все из них имеют серьезные сроки или были осуждены пожизненно. Прошлой ночью 5 преступников удалось задержать. 4 бежали. Я со своим напарником Курманалиевым Канатом был на ночной смене. Примерно в 12 часов 30 минут мы получили ориентировку на Toyota Estima. Буквально через 5 минут мы увидели эту машину. Даже выстрел в правое колесо не заставил преступников остановиться. Задержать беглецов удалось после того, как ДПСникам на помощь пришла мобильная спецрота. Однако прежде чем выйти на свободу, заключенные успели убить 3 сотрудников СИЗО. Еще одного пытаются спасти врачи. Особой жестокостью отличаются почти все беглецы. Так, один из задержанных, Талай Джуманов, обвиняется в громком убийстве. Тело убитого Джумановым односельчанина по частям милиция искала полгода. Из них были те организаторы, и несколько лиц были действительно были члены запрещенной религиозной экстремистской партии Кыргызстана, это Жайшул Магдид. Среди тех, кто все еще находится на свободе, Эдиль Абдрахманов. Он обвиняется в убийстве милиционера, а также в организации теракта у Дворца спорта в ноябре 2010-го. Если мы станем фашизмом, есть та поколение, которое утвердит слово. Это обращение Абдрахманова к известному российскому террористу Саиду Бурятскому, в котором бывший заключенный показывает свои запасы. Динамит, автомат Калашникова, целый арсенал боеприпасов удалось изъять потом при задержании Абдрахманова. Накануне вместе с ним сбежал также его ближайший соратник Данияр Кадыралиев. Разбой, убийство, организация теракта – вот неполный список обвинений, предъявленных Кадыралиеву. С ними вместе Алтынбек Итибаев, задержанный во время антитеррористической операции летом этого года. 4-й подельник беглецов, Азамат Мусаралиев, также исповедует принципы нетрадиционного ислама. В СИЗО, откуда сбежали экстремисты, пытаются разобраться, как такие опасные преступники смогли оказаться на воле. Свет там отключенный был. Свет отключенный. Вот, так точно. А на сколько минут свет был отключен? Свет где-то, более получаса, часа. В это время отделились? Да. А потому не исключено, что беглецам помогли сами сотрудники исправительного учреждения. Пока следствие разбирается в деталях, в городе объявлен план перехват. Мобилизован весь личный состав МВД. По некоторым данным, преступники все еще могут находиться в Бишкеке. Жибек Бегалиев, Азат Нантумаков. Настоящее время. Кыргызстан. Тем временем, как сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, от занимаемой должности освобожден министр обороны страны Абибилла Кудайбердиев. Его обвиняют в коррупции и присвоении бюджетных средств в Министерстве обороны. У нас на связи наш корреспондент Адилет Бектурсунов. Адилет, здравствуйте. Какие именно обвинения предъявили уже бывшему министру? Да, Динара, министра Абибуллу Кудайбердиева обвиняют в злоупотреблении должностным положением и растрате. Речь идет о 12 миллионах сомов. Это порядка 120 тысяч долларов. В антикоррупционной службе сообщили, что была выявлена коррупционная схема по растрате бюджетных денег.
По данным следствия, высшие должностные лица военного ведомства занимались хищением денег через подставные фирмы. В частности, в деле фигурирует госпредприятие «Военстрой». Средства, якобы выделенные для строительства военных объектов, скрывались от учета и, как заявляют в антикоррупционной службе, использовались в целях личного обогащения. Было установлено, что 12 миллионов сомов были перечислены на 3 ОСО, которые были дебиторскими задолженниками госпредприятия «Аскер Курлуш». Кроме этого, директора этих фирм работали в ГП «Аскер Курлуш», кто-то мастером цеха, кто-то сантехником. Помимо министра обвиняется в соучастии его заместитель, а также начальник финансового управления ведомства. Но их имена еще не разглашаются. Напомню, месяц назад был задержан еще один из заместителей министра обороны Нуркалы Джумабаев. Его задержали за фиктивную страховку. Джумабаев пытался выписать себе 200 тысяч сомов за травму, якобы полученной им при исполнении служебных обязанностей. Словом, уже несколько месяцев Минобороны сотрясают коррупционные скандалы. Пока известно лишь то, что президент распорядился уволить министра из-за подозрений в коррупции. Исполнение обязанностей министра пока возложено на его заместителя Замира Суиркулова. Динара. Спасибо, Адилет. В Фергане людей заставили приклеивать хлопок обратно к стеблям. Как сообщает узбекская редакция «Радио Свобода» Озодлик, в селе Шахартепа в Куштапинском районе Ферганской области местные власти решили продемонстрировать премьер-министру республики Шавкату Мирзияеву обилие хлопка на полях. Поскольку хлопок был уже собран, было решено его вернуть обратно при помощи сотен людей и клея ПВА. Вы сейчас видите фотографии, на которых люди вклеивают хлопок в коробочки. Фото удалось сделать одному из репортеров Озодлик. Он добавил, что сами хлопковые коробочки, которые приносили с других полей, тоже прикрепляли к стеблям. Власти данную информацию никак не комментируют. Между тем, в соседнем Таджикистане сбор хлопка – одна из самых низкооплачиваемых работ, которые выполняют женщины и дети. Плата за каторжный труд редко превышает $5 в день. Люди вынуждены соглашаться на эту работу, потому что другой они не могут найти. Наш корреспондент Анушервон Арипов исследовал хлопковую экономику страны в поле. Работа тяжелая. Прихожу на поле в 6 утра, ухожу в 6 вечера. Приходится весь день ходить в поле согнувшись, спина болит. Хлопок срывая с жестких кустов руками, так что руки тоже устают. Да и духота днем стоит невыносимая. Хлопок – одна из самых трудоемких сельхозкультур в мире. Высокое качество он сохраняет только если собран руками. Опытная работница, такая как Фируза Саидова, в день набирает немногим более 100 килограммов. Но ее труд ценится слишком дешево. Выходит всего $6-7 в день. Но работать надо. У меня 5 маленьких детей. Другой-то работы и нет. Денег, получаемых с поля, хватает только на самое необходимое. К тому же работа сезонная, с сентября по ноябрь. Хватает на муку, масло, обувь детям в школу. Очень мало удается отложить на зиму. Ну, так и живем. На поля идут не только за платой. Работницам разрешают после сбора урожая корчевать гузапая, ветки и кусты хлопчатника. Их используют вместо дров. Ведь в Таджикистане лесов нет, а зимой чем-то отапливать дома нужно. Владельцы небольших участков в 1-2 гектара земли сажают хлопок иногда только ради кустов. Для тандыра также используем эти гузапая, чтобы хлеб печь. А хлеб мы печем практически каждый день, и кустов нужно много. Мужчин на полях практически нет. Большинство сельских представителей сильного пола на заработках в России. И вернутся они уже ближе к концу сбора урожая. Женщинам помогают в основном их дети. Но все матери настаивают, что они приходят только после занятий в школе. Мне помогает моя старшая дочь, ей 10 лет. Она приходит ко мне в поле после школы. Сейчас немного подрастет вторая дочь, тоже будет помогать. С каждым годом посевы хлопчатника в стране сокращаются. Только за последние 4 года примерно на 15%, до 180 тысяч гектаров. Дихканам, таджикским крестьянам, хлопок приносит все меньше прибыли. На мировом рынке цены продолжают падать. При этом растет стоимость удобрения, которое нужно завозить. Своего производства в стране нет. Несмотря на все свои недостатки, хлопок остается одной из основных сельхозкультур в стране. Проблем с реализацией нет. Заводы, перерабатывающие сырье в волокно, покупают его у дихкан в любых количествах. Вот только стоимость труда все ниже и ниже. Анушервон Арипов, Насим Исамов. В настоящее время. Таджикистан.
В Алмате была жестоко избита казахстанская журналистка Ботагоз Жуманова. 8 октября вечером на нее напали у подъезда дома. Преступление было заснято на камеру, где видно, что ограбление не было целью этого нападения. Преступник не взял никаких вещей. В результате избиения ногами журналистка получила тяжелую черепно-мозговую травму и находится в больнице. Ботагоз Жуманова активно публикует в Фейсбуке статьи на финансовые темы. Ее последняя публикация была посвящена критике крупных государственных проектов, где потенциально могут быть хищения бюджетных денег. Многие полагают, что нападение на Ботагоз Жуманову может быть связано с ее профессиональной деятельностью. Далее в программе. У всех своя борьба с ИГИЛ. Турция бомбит курдов. Путин заявляет, что его цель – спасение Асада. Стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса. В Грузии ввели новый обязательный предмет для начальной школы. Учебник написал Гарри Каспаров. Сейчас учу, куда ставить фигуры. Жертв кровавого субботнего теракта в Анкаре становится все больше. К сегодняшнему дню в числе погибших почти 130 человек. Премьер-министр Турции заявил, что к совершению теракта, возможно, причастны так называемое исламское государство. Напомним, минувшую субботу во время демонстрации в турецкой столице взорвалась мощная бомба. Более 100 человек погибли на месте. Демонстранты призывали турецкое правительство прекратить боевые действия с вооруженными сторонниками курдской рабочей партии. На востоке Турции, населенной курдами, в память жертв теракта прошли траурные митинги. Полиция разогнала демонстрантов при помощи водометов. Сегодня же стало известно, что турецкие ВВС опять нанесли серию ударов по курдским боевикам. Ранее Турция заявляла, что присоединяется к ударам по ИГИЛ, но тем не менее турецкая армия в основном проводила обстрелы и бомбардировки позиций курдских повстанцев. Между тем, президент России Владимир Путин сегодня, опровергая почти все сказанное им накануне по поводу сирийской операции, заявил, что борьба с исламскими террористами не является приоритетом для России. С его слов, цель – сохранить у власти Башара Асада. Наша задача, я хочу теперь вернуться к тому вопросу, который вы задали, заключается в том, чтобы стабилизировать законную власть и создать условия для поиска политического компромисса. Стабилизировать военным путем? Военным путем, конечно. Но когда рядом со столицей стоят подразделения международных террористов, ИГИЛ и же с ними, то тогда, наверное, никакого желания договариваться с властями Сирии, которые чуть ли не в осаде своей собственной столицы, наверное, не возникает. Тем временем интернет наводнили кадры, на которых якобы самолеты турецких ВВС сбивают российский МиГ-29, залетевший в воздушное пространство Турции со стороны Сирии. Пока точного подтверждения этому нет, хотя падение самолета видели десятки людей, в том числе некоторые западные журналисты. Наш корреспондент Шахида Якуб находится сейчас на границе Сирии и Турции в непосредственной близости от позиции исламистов на сирийской территории. Вот что она сообщает. На восходе солнца мы двигаемся в сторону турецкой границы с ИГИЛом. Для того, чтобы лучше увидеть территории, контролируемые ИГИЛом, мы проходим через старое кладбище. А на той стороне уже прогремел бомбовый взрыв. Здесь линия фронта. Всего в 200 километрах отсюда та часть территории Сирии контролируется ИГИЛом. Турецкие солдаты здесь находятся в состоянии полной боевой готовности. Нам сказали, что этот воздушный шар оснащен камерами наблюдения. В некоторых местах только узкая дорога разделяет жителей этой турецкой деревни и сирийцев под контролем исламского государства. В начале своей военной операции в Сирии Россия заявила, что ее целью является борьба с ИГИЛом. Однако сирийские оппозиционные группировки, как религиозные, так и светские, говорят нам о том, что Россия бомбит их позиции и таким образом помогает ИГИЛу завоевывать новые территории. Турецкие солдаты расположены по всему периметру этой границы. Нападение со стороны ИГИЛа может произойти в любой момент. Некоторые участки границы заминированы. Один из высокопоставленных военных руководителей сирийских повстанцев, бывший полковник сирийской армии, показал мне районы, которые его люди потеряли в течение 2 недель российских бомбежек. Обученный российскими военными инструкторами, полковник Акаид в негодовании от того, что Россия, которая, по его словам, была другом сирийского народа, теперь стала его главным врагом. Сирийских граждан убивают российским оружием. Российские танки, ракеты, ПВО – все это используется для уничтожения нашего народа. Я не говорю здесь о россиянах, речь идет о правительстве России, которое поддерживает криминальный режим.
Если бы Запад нас поддерживал, мы бы свергли этот режим 3 года назад. Российское правительство лжет, так же, как и российские СМИ. Мы получаем очень небольшую поддержку со стороны Запада, и этого недостаточно, чтобы избавиться от режима Асада. В интервью российскому телевидению президент Путин сказал, что цель России в Сирии – стабилизировать легитимную власть и создание условий политического диалога. Другими словами, Россия будет поддерживать только одну сторону этой сложной гражданской войны – президента Асада. Россия не имеет права принимать решения за сирийский народ. Нас еще в школе учили тому, что люди должны сами решать свою судьбу. Но Россия пришла для того, чтобы подавлять сирийский народ. Россия должна стоять вместе с нами и помочь нам выбрать тех лидеров, которых мы хотим, и помочь нам решать нашу судьбу. Только таким образом Россия сможет завоевать наши сердца. Это мнение разделяют и сирийцы, которых я встретила на востоке Турции. Мысль о том, что Башар аль-Асад останется у власти, недопустима для тех, кто потерял все в этой войне. Лидер, который убил столько людей, не имеет права оставаться у власти. Его нужно казнить. В чем виноваты те сироты, которых оставили умирать под обломками детского дома? ИГИЛ и сирийское правительство — это одно. ИГИЛ уйдет, когда уйдет Асад. Шахид Якуб, Ник Стёрди, Каркамыш, Газантеп, Турция. Свердловский муфтият заявил о создании в регионе Центра по борьбе с пропагандой радикального ислама. Для обмена опытом в Екатеринбург пригласили узбекских имамов. Как будет выглядеть духовный фронт против ИГИЛ, узнавала наш корреспондент Екатерина Пономарева. Этот бедняга не знает, что он сдохнет, простите за грубое выражение, от их пуль. Узбекский имам рассказывает прихожанам мечети Екатеринбурга, что ждет тех, кто поддастся вербовщикам и уедет воевать в ИГИЛ. У себя на родине он это делает каждую пятницу. Объясняет, идея ислама боевики полностью исковеркали в свою пользу. Тут живут-то никакого-то, ни разу никто не предлагали, я никого там не слышал даже и не видели. Хотя, слава Аллаху, все нормально. Читаем единственное, вот пятница приходим в мечеть, читаем намаз спокойненько и дальше пойдем работать. Свердловский муфтият заговорил о создании духовного фронта против ИГИЛ сразу, как Россия нанесла первые авиаудары в Сирии. На борьбу бросили все силы. Распечатали несколько тысяч методичек о вреде радикального ислама и начали разъяснительную работу. Проповеди даже в вузах читают, без разбора, и мусульманам, и христианам. Программа бесед та же, что и в мечетях. ИГИЛ не равно ислам, будут вербовать, не поддавайтесь. Делиться опытом и позвали узбекских коллег. Они говорят, давно и успешно борются с пропагандой радикального ислама. Объяснять, разъяснять, что такое вообще правильный ислам, традиционный ислам. Благодаря этому как раз и все это останавливается вовремя. Скоро на духовном фронте начнут и подготовку солдат. Тренировочной базой станут узбекские духовные школы. И на это, само собой, государство даст денег. Единственный человек, который ко всей этой истории отнесся с сомнением, глава местной таджикской диаспоры. Он на деле помогал нескольким семьям мигрантов вернуть мужей и сыновей с границы Сирии. Говорит, идеологическую войну против ИГИЛ вести надо, но книги и лекции здесь не панацея. Тут нужно умно, тонко и системно. А вот с этим на российском духовном фронте беда. Сейчас не надо относиться к этому шапкозакидательски и свысока. То, что говорят ИГИЛ, ее недооценивать нельзя. Поддержку сирийцам в борьбе с ИГИЛ на Урале быстро организовали и волонтеры. Сбор помощи начали тоже после того, как Россия включилась в сирийский конфликт. Думаю, что что-то будем сами докупать, а там, соответственно, все это сконсолидируем и отправим уже самостоятельно в Сирию. Будем сопровождать груз в Сирии на русские базы. А на какие русские базы, военные или? Надо уточнить, этот будет вопрос. На передовой в борьбе с пропагандой ИГИЛ пока все же силовики. На этой неделе на Урале задержали 3 радикальных исламистов. Они распространяли запрещенные книги, занимались вербовкой. Бойцы духовного фронта тем временем только собираются в наступление. Свердловский муфтий на днях поедет в Москву, чтобы там вербовать сторонников на более высоком уровне. Так что, возможно, скоро в школах и вузах страны появится еще один урок про ИГИЛ. Екатерина Пономарева, «Для настоящего времени». Александр Лукашенко в очередной раз избран президентом Беларуси. За него отдали свои голоса 83% избирателей. Белорусский ЦИК сообщает, что явка на выборы превысила 87%. После своего очередного избрания Лукашенко может поставить рекорд по пребыванию у власти – 25 лет. Накануне выборов белорусский режим пошел на существенные послабления в отношении своих противников. Из тюрьмы были выпущены сразу несколько оппозиционных лидеров. Власти против своего обыкновения почти не реагировали на несанкционированные акции белорусской оппозиции. А вот как сам Лукашенко оценивает эти уступки.
вот я вам искренне говорю, все, что Запад пожелал, все, что Запад захотел видеть в канун президентских выборов в Беларуси, признаюсь вам честно, мы сделали все. Сразу после голосования сотни белорусских оппозиционеров вышли на улицы Минска. Они критиковали и сам ход выборов, и избрание самого Лукашенко. Но власти оставили данную акцию без внимания и силу не применили. Более 300 школ Грузии внедрили в этом году уникальную электронную программу обучения шахматам. Она была разработана многократным чемпионом мира шахматистом Гарри Каспаровым. По мнению Министерства образования Грузии, методология обучения способствует не только популяризации шахмат, но также помогает детям в развитии критического мышления и в освоении других дисциплин. С подробностями Зураб Двали. Шахматная программа создана таким образом, чтобы дети смогли освоить теоретический материал в ходе познавательных игр, увлекательных заданий и рисунков. Успехи каждого юного гроссмейстера сохраняются в электронном виде. Обучение охватывает 2 года, 2 и 3 класс. Ну а преподаватели – все действующие шахматисты, многие призеры и победители различных турниров. В первую очередь, шахматы хорошо влияют на логическое мышление, развивают память, делают детей более ответственными. У всех второклашек свой персональный ноутбук с программой обучения шахматной игре. Дети активно участвуют в решении первых логических заданий. На экране веселые анимационные персонажи, они же шахматные фигуры. Сейчас учу, куда ставить фигуры и как они двигаются. Играю в шахматы с бабушкой, папой, мамой и со своей сестренкой. 51-я тбилисская школа считается престижной. В свое время ее заканчивал и Михаил Саакашвили. Еще при нем, кстати, Гарри Каспаров и подписал с Министерством образования Грузии договор о внедрении новых шахматных программ в систему школьного обучения. Несколько лет ушло на подготовку, полную компьютеризацию школ и подбор квалифицированных кадров. 3 ведомства – это Министерство образования, спорта и по делам молодежи и Федерация шахмат Грузии подписали меморандум о сотрудничестве в области преподавания шахмат в школах, и каждая сторона взяла обязательства по осуществлению проекта. Грузия не случайно первой из постсоветских стран проявила инициативу по внедрению в школах новой дисциплины. Здесь богатые шахматные традиции. В свое время имена чемпионок мира из Грузии Ноны Гаприндашвили и Майчи Бурданидзе знал весь спортивный мир. Традиции продолжаются, довольны и родители детей. У нас 6 классов, в которых началось преподавание шахмат. Это хоть и не обязательно предмет, тем не менее все родители с удовольствием согласились, чтобы их дети посещали занятия. Не было ни одного случая, чтобы хоть кто-то отказался. Говорят, что в Грузии раньше девушкам в качестве приданного давали поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и шахмат. Ну а теперь, век компьютерных технологий, эту популярную игру будет знать каждый грузинский школьник. Зураб Двали, Давид Симонишвили, специально для программы «Настоящее время». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.